От моего деда Шарипова Акрама Шайхетдиновича остался только военный билет 60-х годов и эти фотографии. К сожалению, все вещи утеряны в 90-е годы. Акрам Шайхетдинович не мог отсиживаться в тылу, рвался на фронт. В бою во время атаки его тяжело ранило. Осколок снаряда залетел в рот, вырвал половину зубов и вылетел через плечо и шею. После ранения и госпиталя он воевал в составе 98-й стрелковой дивизии 3-го формирования. Для моего деда война еще не закончилась с Германией. После этого он воевал с японцами. Он вернулся с войны только в 46-м, в мае. Во время Сабантуя он вернулся из войны. Всю свою жизнь мой дед посвятил сельскому хозяйству. Сначала работал плотником, потом ухаживал за колхозом табуном. Собственноручно делал кумыс. Раньше за этим мемориалом находилась школа. И каждый год 9 мая всех ветеранов Великой Отечественной войны приглашали на встречу с учениками. И мой дед Шарипов Акрам Шайхетдинович, когда говорил о войне, всегда плакал, вспоминая все тяготы войны, которые ему пришлось пережить. Он был дважды ранен. В одном из боев рядом с ним упал снаряд, и деда завалило землей. И если бы не сослуживцы, которые выкопали его, возможно, он во второй раз не выжил бы. Когда я был маленький, мы с друзьями играли здесь на улице. Вот это крайнее окно всегда было летом открыто, и оттуда доносились звуки работающего телевизора. Мой дед был контужен и всегда смотрел новости очень громко. Война не сломала моего деда. Он был крепким, он был жизнерадостным. Был награжден орденом Отечественной войны второй степени и медалями. Умер он в 1996 году. Мы всегда помним подвиг наших дедов и каждый год в День Победы участвуем в акции «Бессмертный полк» с фотографией нашего деда и прадеда. Я Закир Шарипов, внук ветерана Великой Отечественной войны Шарипова Акрама Шайхетдиновича. Горжусь, что у меня был такой дед и подарил нам мирное небо над головой.